Приветствую! В эфире новости. Начнем с краткого обзора событий. Сотрудничество Ингушетии и северной столицы обсудили на полях Петербургского экономического форума. Как прошли 3 праздничных дня Мархаш, информирует оперативный штаб. Ингушетии 27 о спортивных достижениях региона в выпуске. Глава Ингушетии Инзбек Евкуров на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области АПК, а также в сфере здравоохранения, образования и туризма. Глава Ингушетии отметил, что регионы и Санкт-Петербург давно и плотно взаимодействуют в сфере здравоохранения. Как в свою очередь заявил Александр Беглов, Санкт-Петербург заинтересован в поставках экологически чистой сельхозпродукции из Ингушетии. Кроме того, со своей стороны город готов предложить республике продукцию фармацевтических предприятий и предоставить на бесплатное тестирование медицинское оборудование петербургского производства, сказал в Рио губернатора. Руководитель Ингушетии обратился к Александру Беглову оказать содействие в прохождении стажировки ингушским студентам, которые учатся в вузах Санкт-Петербурга, а также в трудоустройстве выпускников колледжей республики. В ходе встречи стороны договорились развивать сотрудничество по всем указанным направлениям, в том числе речь шла об укреплении партнерских связей в сфере культуры, спорта и внутреннего туризма. В первую очередь хочется сказать вам огромное спасибо за красивый, уютный, гостеприимный город Санкт-Петербург. Мы сегодня успели проехаться, посмотреть не только там по центральным улицам, очень красиво, уютно, и с каждым годом Санкт-Петербург становится все краше и краше. Это наша северная столица, и, конечно, мы ее любим, ценим, и наши общины, которые здесь проживают, они особо уделяют та политика, в том числе и по внутренней политике, по межнациональным отношениям, которые выстроены в Санкт-Петербурге вашей командой. Поэтому вам за это огромное спасибо. Здесь себя никто не чувствует чужим, все чувствуют себя своими, родными. И приезжая домой, встречаясь со мной, всегда говорят: наш Санкт-Петербург. Это дорогого стоит. Это первое. Второе. В рамках выполнения нас проекта демографии, и чтобы город вышел в топ-80 по продолжительности жизни, что уже Ингушетия является. У нас 81,6 уже продолжительность жизни, то есть мы вышли уже в 80-ку. И в рамках выполнения указа мы готовы поставлять. Одним из таких вопросов была ревизия наших соглашений. Я уже там и председатель правительства, всем уже задачу это поставил. Еще раз уточнить соглашение, где-то может там еще до 50, до под 50. И у нас очень хорошие сегодня возможности, перспективы экспортировать за пределы страны, но и в регион отправлять продукцию экологически чистую, как вы сказали. Это не только фрукты, это и томаты, это и огурцы, это и картофель очень вкусный, и хлеб в том числе, и другие там хлебы там Санкт-Петербург не нуждается. То есть мы готовы поставлять довольно серьезными партиями сюда такую продукцию. Поэтому я думаю, что это было бы очень здорово, и мы поставляли в том числе нашу очень хорошую, экологически чистую и живую, подчеркиваю, воду. Какая там живая вода. Конечно, мы очень плотно взаимодействуем, работаем с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. Это давно. Я приезжаю сюда, часто посещаю ведущие институты. У нас буквально на прошлой неделе уже группа специалистов Санкт-Петербурга приезжала. У них тесное взаимодействие с нашими больницами, учреждениями, с перинатальным центром и с онкодиспансером. Мы плотную работаем уже давно, в том числе дистанционным методом. И одним из таких вопросов, что я просил бы вас, в том числе пересмотреть наши соглашения, ревизию провести. И второй вопрос, это, конечно, просьба, мы уже практику такого имели, трудоустройство наших выпускников, которые обучаются в вузах Санкт-Петербурга. Если такая будет возможность, которые могли бы здесь получить хорошую стажировку, хорошую практику, и потом они были бы уже востребованы как специалисты уже на родине. Второй вопрос. В рамках прав комиссии, которая проходила в прошлом году в Грозном, председатель правительства эту тему озвучивал. В республиках Северного Кавказа
довольно серьезное внимание уделяется колледжевой системе обучения, то есть растут хорошие специалисты. В том числе в Санкт-Петербурге есть много предприятий, которые нуждаются именно вот таких специалистов, токари, сварщики там, или другие, крановщики и так далее. То есть мы готовы и такой потенциал тоже поставлять, который могли бы работать вахтовым методом. Это тоже просил бы там посмотреть, обратить внимание, и может получится и этот вариант. Ну и третье, конечно, это туристический потенциал нашего региона. Сейчас хорошо выстроена система по линии Министерства по делам Северного Кавказа. Приезжающие туристы, не только там в Ингушетию, они могут уже интегрироваться в соседние регионы. И в Осетию, и в Чечню, и в Кабардино-Балкарию. Территория небольшая, они за день объезжают разные города. Уже логистика такая создана, удобная, поэтому у нас с каждым годом прирост туристов на 200, на 300%. Не то, что на 10%, на 200, на 300% по регионам Северного Кавказа. Могли бы мы здесь тоже плотно взаимодействовать и поработать в этом направлении. Ну и последний вопрос, это, конечно, наш спортивный потенциал. У нас много уже именитых спортсменов разного направления. Есть такая форма участия там, двойного зачета регионов. Потому что мы могли бы там за счет и участия наших спортсменов под эгидой уже Санкт-Петербурга поднять престиж, в том числе и на различных крупных международных соревнованиях уже уровень там, престиж Санкт-Петербурга в том числе. Поэтому готовы тоже сотрудничать. Спасибо за то, что вы уделили время. Уже мы с ним дальше. Готовы работать. Прежде всего, я, конечно, хотел поздравить вас с Днем Республики Ингушетия. 4 июня праздновал и Санкт-Петербург, и, конечно, житель Ингушетия. Я пожелал процветания республике, чтобы все было хорошо в республике. Самое главное, чтобы были рабочие места, чтобы наполнялся бюджет, ну и были созданы хорошие, качественные условия для проживания в республике. Республика очень гостеприимная, поэтому мы всегда рады нашим гостям, мы в гости к вам приезжаем, будем приезжать. Я считаю, что наша совместная работа, она пошла на пользу двух регионов. Это, прежде всего, конечно, Ингушетия очень высококачественная сельхозпродукция, экологически чистая продукция, и город заинтересован, чтобы эта продукция поступала на Санкт-Петербург для наших жителей. Город уже попробовал качество этой продукции, поэтому надеемся, что эти поставки будут увеличены. Со своей стороны, безусловно, конечно, мы готовы поставлять сельхозпродукт, медицинское различное оборудование, лекарственные препараты. Ну и, конечно, один из важных вопросов – это образовательный процесс, который был готов представить для того, чтобы жители Ингушетии обучались в наших высших учебных заведениях. Поэтому добро пожаловать в Санкт-Петербург, праздник год для вас. Готов всячески содействовать, и я уверен, что у нас все с вами получится. Ингушетия и Санкт-Петербург являются очень местом притяжения для туристов. В прошлом году Санкт-Петербург посетило 8 200 000 туристов, это почти половина. Это иностранные туристы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести электронную визу, обращить в аэропорту уже оформление соответствующих документов, если рассмысл. Поэтому такой потенциал. Ну и, конечно, отсюда можно делать уже следующие поездки на Ингушетию, потому что делают очень красиво, и хорошо знаю Ингушетию. Очень красиво, очень гостеприимный, конечно, народ. Хотел благодарить за диаспору, которая живет здесь, в нашем городе. Она очень дружная, много помогает. И я думаю, что так всегда и будет. Мы будем стараться. В ходе форума уже достигнуто соглашение между правительством Ингушетии и Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена. Стороны намерены сотрудничать в области повышения квалификации педагогических работников региона, организации стажировок и трудоустройства выпускников из республики. Документ подписали глава региона Низбек Евкуров и ректор университета имени Герцена Сергей Богданов. Планируется проводить совместные мероприятия в целях подготовки специалистов, обмениваться опытом по организационно-управленческой работе, освоению современных образовательных
образовательных технологий и методов профессиональной переподготовки преподавателей. Кроме того, соглашение предполагает создание совещательных и экспертных органов по вопросам контроля, координации и планирования направлений сотрудничества. У нас около 17 тысяч студентов. Есть ряд уникальных совершенно подразделений, которые могут быть интересны для сотрудничества. У нас мощная такая психологическая служба и подразделение. Отсюда начинал Выгодский. Вся психология отечественная началась вот из этого места. Кроме этого, естественно, педагогическое подразделение. Есть уже более 100 лет существующий институт детства. Вот проблемы, связанные с работой с современным ребенком, с современным детством. Это то, чем мы занимаемся уже больше 100 лет. Библиотека с 18 века, которая идет. У вас сегодня нет времени, в следующий раз обязательно вам покажем самое интересное в нашем университете. Нам крайне важно и интересно, конечно, тесное взаимодействие. Нам крайне важно и интересно переаттестация, аттестация наших педагогов по русскому языку, в том числе. Вы знаете, что периодически Обернадзор направляет наши регионы, группы, комиссию, особенно перед единым государственным экзаменом. Нам важно, опять же, аттестация наших психологов, педагогических психологов. Это важная тема, и я, как бывший военный, обращаю на это очень серьезное внимание. Почему? Потому что психологи должны быть, идти в ногу со временем. Реалии меняются, жизнь меняется. И, конечно, вот та система, в том числе инклюзивного образования, другие виды формы поддержки, которые мы начали буквально 3 года, наверное, начали внедрять в республике, мы нуждаемся в такой теоретической, в том числе, может, и практической помощи. Поэтому сегодняшнее соглашение, оно, конечно, будет рабочим. Не протокольным, а рабочим. И мы тесно взаимодействуем с рядом ведущих вузов, в том числе и клиник Санкт-Петербурга по линии здравоохранения. Приезжают периодически академики, профессора в республику, читают лекции, есть дистанционное обучение, есть практическая работа хирургического вмешательства. То есть они приезжают, делают там сложные операции, присутствуют наших молодых специалистов. То есть есть практическая помощь в тех соглашениях, которые мы там подписывали. Я уверен, что с вашим таким легендарным вузом, которым в этом году, как вы сказали, 3 двойки, у нас нет шансов не взаимодействовать даже лучше, чем это было с другими вузами. Ваше участие именно в том числе и в деятельности нашего вуза еще больше импульс придаст нашим профессорам, педагогам, которые работают в этом секторе. Ну и стимул для студентов, которые должны с еще большей отдачей учиться выполнять задачи. К другим темам выпуска. В Мархаш в правительстве Ингушетии работал оперативный штаб. В круглосуточном режиме представители МРСК, газовых служб и водоканала принимали и обрабатывали обращения жителей. Всего за эти 3 праздничных дня дежурившим сотрудникам поступила 51 заявка. На сегодняшний день поступило 12 заявок, из которых 7 заявок по отключению света и 5 заявок по отключению воды. В предыдущие 2 дня праздника было в общем 39 заявок, из которых 29 заявок по отключению света и 17 заявок по отключению воды. Все заявки оперативно отработаны. Проблема решалась оперативно, по времени это не занимало более получаса. Сотрудники водоканала, электросетей выезжали на место, оперативно решали вопрос, нам отзванивались и говорили, что проблема устранена. В усиленном режиме работали сотрудники ГИБДД. Они осуществляли контроль на дорогах региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как отмечают представители ведомства, динамика ДТП в этом году положительная. О том, как вели себя автолюбители в праздничные дни, расскажет Харум Шишханов. За эти праздничные дни у нас зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим. Значит, это произошло в Сунжинском районе, в сельском поселении Нестеровское. Значит, пострадавший был направлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Могу отметить, что за аналогичный период у нас было 5 дорожных транспортных происшествий и 19 пострадавших. Значит, мы можем сделать на сегодняшний день вывод,
что работа ведется, есть снижение, то есть динамика есть, снижение дорожно-транспортных происшествий. В общем, значит, работа ведется во всех направлениях, как и в сфере пропаганды. Значит, выезжают, встречаются с населением, в школьные, это дошкольные учреждения, средние учебные заведения и так далее, вузы. Учащиеся 9 классов сдавали основной государственный экзамен по математике. Дисциплинарные требования такие же, как и для выпускников. 3 часа 55 минут. Столько времени отвели на выполнение 26 заданий. Перед ответственными испытаниями с экзаменуемыми общалась Дана Плиева. Гелевая ручка и паспорт – это все, что проносит с собой девятиклассники через металлоискатель, не считая волнения перед предстоящим испытанием. Его сейчас старается побороть и Тамила Куштова. Сегодня она вместе со всеми сдает основной экзамен по математике. Мир вычислений и цифр, признается девочка, для нее всегда был непрост. Так что к экзамену пришлось готовиться со всем упорством. Очень много времени уделяла подготовке, так как это один из главных предметов. Не скажу, что предмет легкий. Подготовка к русскому языку, к алгебре занимала основное время. Постараюсь, во всяком случае, сдать. Готовилась. Надеюсь, не разочаровать ни себя, ни препода. Период основного государственного экзамена стартовал у ребят с 24 мая. ОГЭ выпускники 9 классов сдают по 4 предметам. 2 из них основные – математика и русский, оставшиеся по выбору. Экзамены по иностранным языкам и по русскому уже написаны. Ну а математику на базе 6-й школы сегодня сдают 354 участника. Экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. У нас 18 аудиторий. Еще есть одна аудитория, в которой пишут ГВЭ. Это государственный выпускной экзамен. Это учащиеся Республиканского центра дистанционного обучения. Там у нас 8 учащихся в этой аудитории. Экзаменационные билеты по математике состоят из 26 заданий, которые распределены по 2 блокам – по алгебре и геометрии. Успешно решив все, девятиклассник может набрать и максимум 32 тестовых балла. Несмотря на то, что для многих здесь основной экзамен – это лишь новая ступень к более сложному испытанию ЕГЭ, условия сдачи почти не отличаются. Никаких телефонов, электронных гаджетов и шпаргалок. За этим строго следят организаторы. Объективность процедуры проведения экзамена соблюдается на всех этапах. На входе ПП проверяется личность участника обязательно. В строгом соответствии с рассадкой ребенок должен зайти, как и организаторы ЕГЭ, только в соответствии с рассадкой. При наличии паспорта, при соответствии заявленного участника тому, кто пришел. Он проходит, ребенок, через металлоискатель, проходит через ручной металлодетектор, проверяет члены ГЭК. Но, естественно, нарушения, работа аннулируется у таких детей. Шпаргалки, фото, видео, вычислительная техника, ничем нельзя пользоваться на экзамене, чтобы ребята чисто, красиво сдали свой экзамен. Результаты ОГЭ можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена. Следующий экзамен по обществознанию пройдет у ребят 26 июня. Тот, у кого не получилось сдать в основной период, сможет пересдать дополнительный. Он начнется с сентября месяца. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24. В эти дни наш регион отмечает 27-летие. Напомню, основные торжества перенесли на 12 июня, День России. А национальный телеканал подготовил цикл репортажей о достижениях региона во всех сферах. И теперь подробный обзор спортивных успехов. Как и всегда, ингушские спортсмены не перестают радовать своих болельщиков. Новые объекты, новые медали. Хронологию событий восстановит Тамерлан Хамхоев. Бокс, дзюдо, хоккей, борьба вольная и греко-римская, панкратион и самбо. Спортивная жизнь Ингушетии бурлит и переливается самыми разнообразными красками. Один из самых популярных и быстро развивающихся видов спорта в нашей республике – ММА. Битва в горах 2019 уже совсем скоро, и учитывая, какой ажиотаж вызвал прошлогодний турнир, можно только догадываться, что готовят нам организаторы на этот раз. На прошедшей 22 июля 2018 года битве Ингушетию представляло 8 спортсменов. Турнир М1 Challenge 95 выдался грандиозным, и тысячи болельщиков, приехавших в горную Ингушетию вопреки прогнозам синоптиков, убедились в этом воочию. В Джейрахском районе Ингушетии также прошел очередной фестиваль бейсджампинга. Соревнования были посвящены памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Воеводина. В горную Ингушетию съехались экстремалы из 5 регионов страны. В первый день фестиваля 8 бейсджамперов совершили прыжки с 3 точек, во второй день с горы Цайлуам, ну а в заключительный с вершины Столовой горы.
попасть сюда не так-то просто, да? Ну, скажем, иностранцам, да, это надо 2 перелета осуществлять. Вот, ну, красиво. Конечно, здесь красиво, нетронутая природа. Посмотрите, горы, практически с каждой горы в Ингушетии можно прыгнуть. Они подходят как для бейджампа. Что нужно для бейджампа, да? Чтобы мы прыгнули в лингсьюте, это нужен отвес, 100-150 метров вертикальный отвес. Для того, чтобы можно разогнать голову в лингсьют и уже дальше лететь там, в свободном полете. Поэтому, да, в Ингушетии практически каждая гора, она подходит со стороны скалистого скрипта. Дворец спорта «Магаз» имени Берда Евлоева уже стал визитной карточкой Ингушетии в плане организации соревнований любого уровня. В конце октября прошлого года там прошло первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир получился ярким и зрелищным. 400 спортсменов со всех субъектов СКФО оспорили право стать лучшим и отобраться на соревнования всероссийского масштаба. Все на самом высоком уровне организовано. И не раз вот мы приезжаем в Братскую Республику Ингушетия, и мы здесь очень много соревнований проводили. Если скажем, что турнир памяти Парчиева ежегодно проводим, и здесь и проводился недавно тоже первенство СКФО до 23 лет. 2018 год ознаменовался еще одним ярким спортивным триумфом. Муса Евлоев – первый ингуш, ставший чемпионом мира в олимпийском виде спорта. На чемпионате мира по спортивной борьбе, проходившем в столице Венгрии с 20 по 28 октября, ингушский танк снова подтвердил свое прозвище. Проведя 3 уверенные схватки, в полуфинале наш спортсмен сошелся на ковре с олимпийским чемпионом, 3-кратным чемпионом мира и Европы Артуром Алексаняном. Даже такой серьезный соперник не смог помешать Мусе дойти до заветной цели, а уже в финале Евлоев не оставил ни единого шанса болгарину Кириллу Милову. Наш первый чемпион мира. Сегодня произошел по-настоящему исторический момент в спортивной жизни республики. Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе весовой категории до 97 килограммов. В финальной схватке он одержал убедительную победу над спортсменом из Болгарии со счетом 7-2. Наш борец шаг за шагом шел к этому триумфальному достижению. В прошлом году он завоевал серебро. В этом году ему удалось победить действующего олимпийского чемпиона, 3-кратного чемпиона мира Артура Алексаняна. Муса показал характер, самодисциплину и огромное самообладание. Несомненно, Муса станет хорошим примером и стимулом для сотни наших ребят. Следующая цель – Олимпиада 2020 года. Поздравляю с фантастической победой. Желаю дальнейших успехов. От поединков на борцовском ковре к схваткам за шахматной доской. Со 2 по 11 ноября в Ингушетии проходило первенство СКФО по классическим шахматам среди юношей и девушек. Участие приняли свыше 200 спортсменов со всего округа. Соревнования проводились по круговой системе среди разных возрастных групп от 9 до 19 лет по одной партии в день. По итогам общего количества сыгранных партий были выявлены победители и призеры, а лучшие получили право представлять округ на первенстве России по классическим шахматам. Когда мы говорили о развитии шахмат в республике, мне так мечталось, чтобы у нас в будущем были чемпионы России, чемпионы Европы, но это все будет невозможно, если у нас округ не будет сильным в России. Если внутри у нас не будет сильной конкуренции, то трудно вырасти, если рядом у тебя нет таких сильных партнеров. Поэтому на самом деле я от души желаю, чтобы шахматисты сильными становились не только в Ингушетии, во всем у нас в округе, в ближайших республиках. Поэтому я хочу пожелать всем участникам хорошей игры, играть сильно, мощно, и пусть победит сильнейший. Свои победы спортсмены из Ингушетии одерживают не только в родных стенах. Моусер Боков в ноябре во 2-й раз стал чемпионом мира по панкратиону на турнире в Беларуси. Наш земляк провел несколько схваток и одержал в каждой из них уверенную победу. Участие в чемпионате приняли свыше 300 бойцов, и в весовой категории до 77 килограммов Бокову не было равных. Грэпплинг, панкратион, боевое самбо. Сейчас же все эти виды спорта объединили в спортивную борьбу. Что вообще масна лила жопа сделал. Таурдион, ханпион сакунах идет. Муча вагатом бежишь. Царя высоко бежишь. Муча вагатом был. 17 ноября в Ингушетии состоялся очередной международный турнир по боевым смешанным единоборствам М1 Челлендж 99 Битва нартов. Во дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева в Назране встретились бойцы из России, Бразилии, Финляндии, Украины, Кыргызстана и Грузии. Всего фанаты ММА увидели 12 поединков, 7 из которых провели представители Ингушетии. Вы знаете, ММА в республике развивается многочисленными шагами. Если
Первый раз, когда мы проводили его в 2012 году, у нас не было спортсменов, чтобы выставить на такой турнир. То уже наши ребята борются за чемпионский пояс. У нас еще 3 чемпионских пояса. М1, еще один наш